Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цпандин. Мы находимся, как обычно, в ресторане «Мужская», и к нам сегодня в гости пришла Ольга Семеновна Подобашева. Ольга Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Ольга Семеновна у нас чумработница, оленевод, а ныне пенсионерка, да? Я знаю, что вы пришли сегодня к нам с очень интересным блюдом, да, с необычным, скажем так, да. Расскажите, пожалуйста, немножко, давайте остановимся на нем подробнее. Что это будет у нас сегодня? Значит, у нас будет кровяная похлебка. Я смотрю, у вас кровь, да? Ага, кровь. Да. Ну, сначала отсюда начнем, да? Вот у нас мясной бульон. Так. И кровь, тут молоко, и тут внутренности жир. Внутренний жир, да? Внутренний жир, это чей, скажем так? Ну, Сахатина. Сахатина, ага. Сахатина, да? Сахатина, ага. А откуда это вообще рецепт такой, да? Вы же эвен, да? Да. Да, вы эвенка, можно сказать, да? И это как бы национальное блюдо получается? Это, да, это национальное блюдо, получается. Ну, в тайге. Это вот, как его, олень забивает и... Ну, да. На стадии. На стадии, когда ага, оленей да. много, крови много, скажем так. Может, обычный телезритель может посмотреть, сказать, ну, немножко это как бы дико, да, ну, что делать-то, да. Это, Ну, что делать-то? да, Ну, что значит, что делать? Это то блюдо, которое, ну, исконно все кушали, да? Да, всегда. Оно очень, всегда мне кажется, очень сытное, полезное, это может быть даже. Да, полезные. Хорошо, каким образом она готовится? Что надо сделать? Вот бульон перемешивается с кровью и с молоком. А в конце положу я жир. Да, ну то есть получается это такой бульончик такой наваристый, насыщенный да. бульон получается. А по-венски называется немын. Немын? Немын. Немын. Это что, какое-то такое значение имеет или? Нет, это просто название. Это имя немын. название. И сразу останавливаясь на этом, вы говорите по-венски? Говорю. Спокойно? Спокойно. Да, но тем не менее, ну даже сейчас, такой вопрос стоит, но мы же якуты вроде как бы не относимся к КМНС, да, коренным малочисленным народам Севера, но все равно стоит очень острый вопрос, что якуты начали сахалы мало знают, никто не разговаривает, дети уже только по-русски, все смотрят интернет и все прочее, но такая проблема стоит, но у коренных малочисленных народов это еще острее стоит, потому что, это же концепция принята давным-давно, в 90-х годах, что исчезающий народ, и все меньше и меньше народу, чуть ли не держатели языка, ну, допустим, вот эвенки, эвены, юкагеры, долганы, чукчи, да, что держатели языка чуть ли не по пальцам руки можно. Да, это да. Это очень, конечно, так и есть. Очень, конечно, но вы держатель. Ну да. Да, и разговариваете свободно. Свободно разговаривать. Честь вам и хвала. Хорошо, сколько времени потребуется для того, чтобы приготовить наше блюдо? Ну, так-то это блюдо готовится очень, не очень быстро, да, пока не вскипит. Не вскипит это, не да? вскипит, да, ну тогда давайте сразу начинать. Давайте я вам помогу включить большую конфорочку. И сюда, видимо, да? Хорошо, Сейчас разведу это. перелить. Она, видите, вот моментально нагревается. Я сюда переливаю. Это бульон, что за бульон? Мясной бульон. Мясной бульон, хорошо. Ставим. Нет. А, еще нет. Да. Так, мне нужен нож. Ну, это все медленно будем делать. Наливаем сюда. Это кровь чистая. А это кровь оленя? Нет, сказали вначале Сахатина. Сахатина. Ну, и из крови, и Сахатина, оленей крови. И разводим ножом. Почему ножом? Да, почему именно ножом? Почему именно ножом? Потому что вот видишь густоту крови, которая... ну сколько должно быть консистенции? Да. Вот это вот в чем фишка, да, или можно сказать? То есть не упустить, да? Не должно быть и ни жира, и ни гуще, какой-то определенной консистенции. И чтобы не свернулось. Еще и чтобы не свернулось. Да, чтобы не свернулось, самое главное. Вот, сейчас... Мне просто самому интересно, я поближе подошел. Сейчас, вот, я густоту смотрю, например. Вот, видите, вот красный, а тут гуще, тут красный. А мне надо, чтобы немножко потемнело, да? Еще темнее должно быть, чуть-чуть. Да? Вот тут темнее, тут светлее. Вот по каплям распределить густоту. Ну, это, я не могу объяснить. Это, это как по наитию, вас как учили, вы так делаете. Да. Вот.
Так должно быть и все. Так должно быть, ага. Хорошо. Так, все, положим сюда. Этого достаточно. И беру молоко. Молоко, так. А так в старину делали вот из оленевого молока. Из оленевого, Ага, да. а сейчас мы современные, вот, Ну, приходится в саде, конечно, покупно. да. Ну, собственно, и другого-то и не было. Там да, все натуральное. И вот тут тоже вот. Тоже уже деревянной мутовкой, да? Да, деревянный, палочкой именно. Палочкой. Потому что у него свет другой будет, когда сварится. Вот. Так, Достаточно, да? достаточно. Хорошо. Так. И ложим. Кладем. И непрерывно. Или, может быть, поменьше конфорку поставить? Ну, мне далеко будет. Далеко будет, да? Ну, пусть стоит тогда. Ну, сейчас. Можете вот так. Да, вот так, да. Конфорка И, достаточно и пока не скипит, перемешиваем. Все время перемешиваете. Всё время Хорошо, перемешиваем. перемешивайте. Да. Ага. Ну и пока перемешиваете, традиционный вопрос, который я задаю, расскажите, Хорошо. пожалуйста, о себе. Да, я знаю, что вы из Среднеколымска. Я из Среднеколымского района. Есть поселок, маленький поселок Березовка. Знаменитый поселок, Да. скажем так. Да. Да, Но многие знают. оттуда родом. Я родилась и выросла в оленеводческой семье. Родители были оленеводы. И вот все детство, ну вот, Рядом с оленями. да. Моя мама была в этом поселке поваром, да. И вот, это можно сказать, рецепты все от матери. Вот именно Ну, то есть вы смотрели, как... традиционные, да. Наверняка это большая семья была, да? Ну, то есть мама Ну, да, готовила, да, и вы смотрели, И я все время учились. училась. И все время спрашивала, почему, да, когда. И она очень хорошо рассказывала. Потом, То есть детство страсть к готовке, да? да, То есть страсть, ага. любопытство Потому было. что если ты оленя, например, убил, там ничего не выкидывается. Все, Ну да. все, да. все. Вообще все входит. Это Я очень, знаю. очень бережно надо относиться. Я сам городской, да, но Ага. по мне видно, что я как бы далеко не там, скорее всего, я там, может быть, и даже не выжил, да. Но я бываю на северах, на охоте. Ну, я в стаде жил какое-то время, в Аймиконе бывал в стаде на охоте, да. Вот. Я знаю, что это у нас очень тяжелая жизнь. Да, очень тяжелая очень жизнь. тяжелая. И, ну, скажем так, есть очень свои такие моменты, которые ну, надо преодолевать. Да. Каждый раз что-то преодоление, эти бесконечные переезды, готовка, обустройство, чум реально поставить, Да, каждый раз новые 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 места, жилища. воду найти, Вот. да, растопку Дрова. найти, дрова, все прочее. Ну, то есть это очень дорого стоит, это действительно Да. да, такой поклон людям, которые этим занимаются. Да. Итак, ну а вы любили готовить? Ну, Да, то есть любили, вы да, любили люб- вы это, да? Ну вот, они, родители учат, ну вот и сейчас учат, вот, которые сейчас в стадии находятся. Родители своих детей учат, например, ну, готовка. А поселок приезжаем, это уже другая еда же. Ну да, например. чуть-чуть другая. Но в стадии же получается в основном мясо, В основном мясо, да. ну оленина. Ну почему? Вертолет же привозит, там макароны, там что-нибудь там. Ну да, да, нет, я имею в виду, что все равно основной рацион Да, мясо, ну и мясо. рыба, это по сезону, Да. да, скорее всего. Северный Вот Колымск тоже же славится своей рыбой. Да. Ну, да. И этот, можно чуть-чуть поменьше огонь? Поменьше, сделать? да, конечно. Чуть-чуть. Уже вскипает, да? Что-то да. Видите, огонь сильный такой. Вы мне скажите, могу еще поменьше сделать? Не, все. Еще меньше? Не, все, хватит. Хватит, да? Пробуем сейчас. Ага. Вот. У вас большая семья была? Ну вот и родители. Ну да, нас трое было. Сейчас я одна осталась, мужская. Нету давно уже. Итак, вы и в Березовске школу закончили? Да, Березовскую школу закончила. Потом? Потом я рано замуж вышла. Вы мне рассказывали, вот до передачи мы с вами встречались, сказали, что у вас, рассказывали, что у вас интернациональная семья, Да, да? ага. Скажите, как вы познакомились с мужем? Ну, муж мой приехал в этот поселок Березовку. Ну, как в то время, да, на заработки. Тогда, скажем так, модно было, да? Да, модно было, да. Приезжали там все, и все там пооставались. И вот, я замуж вышла, у нас 8 детей, 6 мальчиков, 2 девочки. Сейчас взрослые уже, маленькому 12 лет.
Он наполовину украинец, наполовину осетин. Интересная смесь. Да, И вы эвенка. И я венка. А дети в паспорте? И я наполовину тоже. А, да? Якутка. А, наполовину якутка, наполовину эвенка. А, да, ну то есть вообще 4 крови смешались. Да, ага. Сейчас же модно вообще, ну вот в интернете там, да, есть такая опция, можно сдать кровь или что там такое, Да, анализ какая ДНК, да, преобладает, да? какая преобладает, что вообще. Иногда бывает, что отправляют. Ну, я не знаю, сильно в это, конечно, не верю, да, но все равно доля же правды в этом есть. Мне Да. пишут, что вы на 50% бразилец. Такой, блин, ну ладно. Но с другой стороны, мы же все, люди же когда-то были единым племенем. Да. Это, ну, с течением времени, это не такой уж долгий промежуток. Да, Земле Да, это же да. очень много лет. То есть когда-то мы были все одной семьей, а потом мы немножко... То есть, а у вас 4 крови смешалось в детях, получается. детях, А, да, получается, а националист тогда что пишет? Ну, конечно, вена. А вены? А, да? Муж согласен с этим? Да, А, согласен. да? Потому что, ну как, родились в Николаевске, соответственно, да. вены. Ну, старшие дети мне говорят на венском языке, сейчас младших нет. Ну, как бы не с кем общаться, получается. Ну, да, да, А так да. фразы некоторые, вот принеси, иди, сходи, там, секретные слова-то знают. Секретные слова знают. А, ну да. Да, вот это не знает. А в школе преподают эвенский Да, язык? преподают, сейчас преподают. Сейчас тоже преподают? Преподают у нас, А, березовки преподают. Ага. У нас русский язык и якутского языка нету. Якутского нету. А, ну да, да. Кстати, да, вот Березовка, да, тем и отличается, что многие даже по-якутски, как бы, ну вроде как внешний якут, начинаешь по-якутски говорить, а я не понимаю. Говорит. По-русски лучше говорить, и по-якутски вообще не знаю. Ну, то есть эвенский и это. А русский, когда учите, там же эвена, русский словарь есть разве? Или каким образом? Когда, ну, совершенственно, ну, по-русски мы говорим, но бывает такое, ну, вы что... по-русски очень хорошо говорите. Да. Да. Ну и по-венски тоже хорошо говорю. У нас, как его, садик русский, русско-венский, да, получается, и школа такая же. Русско-эвенская. Русско-венская. А Есть- супруг по-эвенски говорит? Ой, говорит, конечно. Говорит уже? Ага, говорит А, да, ну уже. то есть он приехал, наверное, когда он не приехал, знал. еще не знал. Ага, у него Да? акцент А другой был. Ну, все родственники смеялись от его акцента. Акценты. Ага, вот когда повторял. И акцент еще есть, получается. До Он сих пор отличается сильно от якутского? Вы якутский понимаете? Ну, чуть-чуть понимаю. Чуть-чуть понимаете, Но да, но акцент эвенский, он другой. Совсем другой. Да, ну Совсем якутские тоже иногда смеются, допустим, у нас же улусы тоже, каждый улус по-разному говорят. Вот в Верхоянске, где часто бывает, там звуки тянущиеся, похожи на Да, да, сутарский, да, 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 да. да. Нюрбинские чуть-чуть по-другому говорят. Есть. У абинов тоже такое есть. Тоже есть, тоже свои тоже. прононсы, свои Да, да, да. интонации, Да, свои да. эти, говор, да. Да. А, вот, соответственно, поэтому и над супругами и смеялись, наверное, да. Да. А сложный вообще язык? Кто? Венский? Эвенский, да. Выучить вообще как? Как вам, например, если вы, я не знаю, ну, если я с рождения говорю на своем, А, это нет, для ну меня вы, нет. конечно, вы с Ага. кровью впитали, Ага, да. конечно, вы знаете, да. А Нет, для стороннему вас, человеку... стороннему- Ну, учатся же вот сейчас, вот современные, вот молодежь, которые, ну, родители Вены, да, не учили, вот по книжному же, по электронному. учатся. Многие разговаривают, я видела. А таких- письменность есть, да? Есть, конечно. Письменность есть? А, и есть. свои буквы и все Есть. прочее? У нас, да да, ладно. у нас свои буквы, да. Ну, так же, как у вас буквы. Как у вас, якутов, да? Хорошо, да, у нас тоже есть вроде что-то там. Свои буквы даже есть. Да. Ну, то есть буквы, которые в две русском буквы, нету. две буквы, да. Да, ага. дифтонги. Те же самые. Так, ну вот, рано вышли замуж, возвращаясь к вашей теме. Что, как говорится, было дальше? Ну, я осталась, ну, в поселке начала жить и работала в интернате поваром. Так, Интернат, там 70 человек. так вы повар, получается? Да, ага. Ой, как я плакала там, когда вот эти баки все. Почему? Трудно было. Я же привыкла, например, такие вот маленькие. И Ага. А, ну то есть ага, рассчитать на большое да, количество и большое, все прочее. ага. Тогда же Тяжело. Тогда продукты же, ну, другие были как-то, да? Ага. Ну, макарон переваришь, или там рис, там что-то. И Ругались, там, наверное, да? Да, Нет? у меня там была до сих пор помню, директор школы за стенкой. Я ей постучу, говорит, Лидия Ивановна, я не могу, у меня не получается. Она, бедная, приходит, она была, ну,
И помогает. Хохлушка. вам. Ага. И помогает вам. И вот она учила, не переживай, она успокаивала, у себя все получится. И потом научилась и тесто делать, ставить, короче, все. Ну, как говорится, набили руку, получается. Да. Ну, да, действительно. Да. Же. Одно дело, конечно, вот дома себе двоим приготовить, а когда говорят, приготовь на 50 человек. Ага, да, на 50. Да, сколько соли класть, вообще непонятно. Ну, Да, то есть да. Это не просто же обычная математика, потому что когда объем большой, где-то тут горячее, тут, ну, я понимаю, эти тоже. Вот Совершенно когда все- стоишь все- одна на кухне, ты должна успеть разлить и отдать, и кто-то Да, да, за да. добавкой. Там уже народ это приходит и говорит, успе- давай ага. обед ложками сейчас. Мгм. А потом бывает опоздавшие приходят. А как вы окошечко. попали, как вы попали, ну вот, поваром стали? Ну, кто-то декрет ушел, и меня попросили. Ну, ты сможешь. Замену, Ага, сможешь. Ну, я по характеру спокойная. сказал я. Ага. И, ну, соглашайся, да, говорю. И попутно работала завхозом в этом в больнице. Завхозом взяли. Это тоже. Ну, трудно. поселок маленький, ну, то есть Ага, да. один и тот же человек на многих должностях. Вот Ну, то видите, есть вот сейчас Еще раз? уже почти готово. Да ладно. У нас даже полпередачи мы еще не сняли, ну ничего. Потом будем кушать, стоять и общаться. Да. Так. Все можно сейчас огонь убрать, А вообще убрать? вообще убрать. Вообще и убираем. ее можно сейчас Ой-ой-ой, подвинуть, давайте с пока огня. пока не вылилось. Да-да-да. С огня сняли. И теперь сковородку положим сюда. Сковородку мне надо сюда. Сковородку сюда, да? Хорошо, это пока просто стоит. Пусть стоит, да. Ага, и сковородку, ну, уже включаем сюда, я так полагаю, да? Так, тик. И сильно? Ну, да, где семерка там была. Давайте семерку. Ну, пусть сковородка согреется. И с внутренней что вы собираетесь делать? Сейчас я, можно этот большой нож. А вот якутский хотите? Ну, Давайте этот удобнее. да, это больше для мяса на Да. борщи подойдет. Вот, Так, на камеру, чтобы ага, не перегреется. не перегреется? Да. Ну, не знаю. Так, так, режем ее на мелкие кусочки. А давайте порежьте, а потом уже поставим, потому Да. что это все быстро работает. Внутренний жир, да, получается? Внутренний внутренний, жир ага. на мелкие кусочки. На мелкие кусочки. Ее можно и подогревать, и можно сразу туда кинуть. Но самое лучшее вот ее Да, подогревать. чуть-чуть поджарить для Да. пущего вкуса. я Да, полагаю, да. Правильно, да. Давайте поджарим немножко. То как будто, если туда ложишь, как будто сыровато. Вот. Работали в поваром. Да. Потом перевелась я оттуда в больницу тоже поваром. Тоже поваром. Тоже ну то поваром. есть уже почувствовали силу, что Да, ага. могу теперь и больницу. Ну вот могу это же кормить. руководство тоже или как начальство. Потом уже детей уже много стало, и, ну, как там тяжело же, там целый вечер, целый день можно. Все, ложим сюда. А это все не надо, да? Не, не надо. Хватит? Хватит. Так, Ну, это вот можно. мешать Вот вот это. эту, да. Всё. Вот ее растапливаем, когда увидим жидкость, и переливаем сюда. Это сушится на солнце, не Вот в жаре, да. Ну, потому что я знаю, что очень многие вещи именно вот так вялятся, да, ну, Да, на солнце сушится, сушатся. ага. Рыба, мясо сушеное делается. Весь легче становится и не портится, когда И не сушится. портится, да, когда, Самое ну, главное. Потому что там, влагу кстати, теряет, холодильника конечно, да. уже нету там. Как правило. Ну, если не зима, да? Да. А зимой, ну так, в натуральном виде, да, едим. А вот да. именно летнее время, ну, чтоб А на лето, когда теплое, это да, вот сушится, вялится, коптится. птица, вялится, сушится все. А как вы попали в стадо? В смысле, я же там, мои родители же там, оленеводы же. Ну, то есть вы же поваром и в больнице, да? Не, и вот я говорю, до замужества, до 18 лет. А, вы я- там работаете? Да. А, Мгм. Да, работала и все. Все. Это можно выключить. И все добавляете сюда. Так, ну мы положили туда наши поджаренные
жир, да? Внутренности, жирок на внутренней. И что? Следующая манипуляция. Сейчас посолим. Давайте. Ой. То есть на глаз примерно. Надо жир. Можно я возьму, да? Да, конечно. Так, сюда. А еще бывает в лесу, ну не в лесу, а в стаде, да, например, зеленый лук. А еще есть эти коренья, да, по-русски, к сожалению, не знаю, как называется. Их туда ложат, добавляет. Ну, лук, да, обычно. Лук зеленый и корень. Вот их режут и туда. Хрен. Белый. Ну, корень. белый, но он не горький, он вкусный. Как не могу объяснить. По-русски не знаю, к сожалению. Вот у нас бульон теперь немын. Похлебка по-русски, да. А по-венски немын. 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 Да. А много вообще исконно, скажем так, эвенских блюд? Много, конечно. Да? Вот мясо. Ну, из мяса. Вы же наверняка знаете, ну, как повар, да? Да. Ну, разные кухни есть, да. Ну, русская кухня, кто ее не знает, Да. да. Якутская даже имеет право свое на существование, потому что есть такие блюда. Мы тоже, например, в якутском блюде есть хан, да, ну, вот кровяная колбаса. Ну, у нас просто, тоже да, есть, кровь говядины, заливается. например, да, с молоком смешивается, заливается в кишки, завязывается, и вот типа, в принципе, это почти то же самое получается, Да. но она в виде похлебки. Потому что крови, скорее всего, много, кишков не так много. Да, ну и разнообразие сделать. Ну, кишки уже съели, а кровь осталась. Кишки уже съели, например, да, кровь осталась, да, крови много. Вот, а действительно, много эвенских блюд, да? Да, много. Какое самое такое, ну, не знаю, традиционное или там, не знаю, праздничное блюдо? Там есть такое? Праздничные. Или традиционное, которое чаще всего кушают? Чаще всего, ну, мясо отварное и вот да, я не буду говорить, что поселковые еды, да? Ну, где в стаде, где Да, в стадии, употребляют. именно в стадии, Вот да. летнее время ну, на камнях жарится, это очень вкусно. Вот это даже ребенок маленький может Да, сделать. это как делается еще раз? Ну, костер, возле костра вот такие плиты, камни. Которые у реки, да, вот такие вот тонкие такие, камни. да. Так. И вот на нем. Ну то есть прямо на костер камни, они нагреваются, и на камнях что-то жарится. А что жарите там? Мясо или печень. Ну, то есть своего рода природный гриль получается. Да. И вот он уже чистый камень. Ну да, помыли, все. И рыбы также. Можно рыбы. Ну, точно так же, вот у кого, например, живность, как у вас и других народов, ну, почти одинаково, можно сказать. Ну, похоже. Только готовим, только все по-разному. И каждое блюдо, соответственно, ну, имеет свое название и все Да. прочее, да? Ну, потому что для меня немножко как бы так в Да. голове там чуть-чуть каша, сумбур образовался. Так. И что, как-то должно настояться, да? Потому что мне уже, я смотрю, мне не терпится попробовать. Да, сейчас. Чуть-чуть настоится. Ну, остыло, кипяток. же. Чтобы остыло, да, точно, это же кипяток, и тем более, что мы жир положили, скорее всего, это. Хорошо. Вон салфетку. Еще раз? Салфетку вон. Салфетку? Понемножку. Ну, мне вот так нормально. Спасибо. То, что вот вы говорили, да? Ну, и мне добавьте тоже. Да. Ну, здорово. Ну что, уже, наверное, я так думаю, уже готово к употреблению, потому что же не должно быть же ни в коем случае остывшим. Да, Да? в горячем виде. А остывший уже невкусно. Уже невкусно, конечно, будет, да. Потому что, как говорится, приятного аппетита нам. Быстрое такое сытное блюдо. Эвенское блюдо нямын. Немын. 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 Давно не ела. Давно не ела. Давно не ели? Так должно было получиться, да? Да. Получилось? Да. Ну, здорово. Ой. Ну что, мы же не будем стоять и кушать. Салфетку? На, держите. Спасибо.
Ольга Семеновна, расскажите, пожалуйста, ну вот вы сказали, что у вас 8 детей, да? А они, вы как их воспитываете? То есть они приручены, ну, то есть вашим традициям? Ну да. Ну, многие, как его, Вы же сказали, что еще и взрослые, старшие дети по-венски да, знают. старшему вот, 38 лет. Ну, говорит он на венском языке. Вот когда он приходит, мы с ним по-венски разговариваем, чтобы папа нас не понял. И он говорит, опять на своем шпионском говорите. На своем шпионском. Ну, он шутя это. Ну, и воспитание в основном, вот как меня воспитали, так же воспитали. Вот они как... Ну, то есть как вы да. стараетесь передать, да? Да. А сколько вы с мужем вместе живете уже? 39. 39 лет, 39. да? Хорошо, тогда возникает сразу такой вопрос. В чем секрет Не знаю. крепкой семьи и такого супружеского долголетия? Ну, как? Ну, не знаю. Оглядываясь назад, что вы можете сказать? Наверняка это же невозможно все время в мире жить, это наверняка ссоры, какие-то такая всякая бывает. Конечно, всякое бывает. Жизнь, В каждой да. семье бывает. В каждой семье бывает. И это нормально, да, потому что думают, что люди ругаются, значит, что-то не так, да. Нет, на самом деле нет. Это... А без ссоры никак. Без ссоры никак, да, потому что есть все равно какие-то взгляды на те или иные вещи, да. Ну, в вашем случае, как вы считаете, ну, в чем секрет долголетия? Не знаю. Даже Как не не знаете? могу сказать. Да? Понимание, да, или как там? Ну, Одна цель, единое мышление. Ну, любовь. Любовь. ну, без любви, мне кажется, вообще никак. А воспитание детей, у вас с мужем взгляды совпадают? Нет, бывает, не совпадает. Это Да? тоже. Ну, у него свои. Ага. Тоже моменты, да? Да, у него свои, ну, как бы, скажем, законы, да? Ну, у них кавказская кровь же у него. Ну да. Воспитание- Кавказско-украинская. Да, ага, отец у него осетин, у него строгий. Ну, у них воспитание, воспитание у них занимается мужчина. Ну, Вот поэтому у него даже, можно сказать, сложный характер у мужа. шаг налево, шаг направо, да? Вот такой. И как тогда разрешаете конфликты? Ну, можно не ответить на это? А? Не будете отвечать? Не, Маджем и все, да? Нет. Маджем нету, да? Нет. Хорошо. Так. Так, ну давайте тогда мы поговорим о том, вы когда в Якутск переехали? Мы приехали в 2014 году, дом купили в 2013. Ну, дети, Ну вот уже на пенсию и все, Да. и Якутск, да? чтобы дети учились, ну, учились уже старшие, это арендовать, переживать, что они поели, где спали, и решили переехать. Якутск. Ага, дочка закончила 9 класс, это 5-й ребенок, и после нее двойняшки маленькие, и дочь, вот, ну, 4 маленьких получается. Сложно было в городе, ну, как бы после стада, тем более, ну, что, потому что совершенно другой же быт. Не, я еще... Или наоборот проще было? Не, наоборот. Тяжело, да? В стадии я жила до 18 лет, еще раз вам говорю. Ну до да, ну, замужества. в Березовке, но все равно же, как бы деревенская жизнь, да. В Березовке переехала в Среднеколымск, из Среднеколымска сюда. Ну то есть вы Там немножко каждый раз повышение. Среднеколымск же это уже город же, да, практически? Да, город. Да, и Там, благоустройство и там. все прочее Да. есть. Ну то есть как бы сильно-то и не поменялось, да? Да. И вот дети закончили со школы, все выучились, ну, все водители. Дочка в Хабаровске живет. И двойняшки отучились, но по профессии не работают. А двойняшки еще у вас есть? Двойняшки, ага. О, да, круто. Ага. После двойняшек маленькая девочка, дочка. Которой 12 вы рассказывали. 12 лет ей. Да? А чем дети увлекаются? Ну, девочки шитье, ну, рисование в основном. А мальчики, вот, ну, как папа, строить, там, машину ремонтировать. Все водители. Ага. Вот. Один парень, ну, половина, скажем, двойняшек, в сервисе работает.
машины ремонтирует. Хорошо. Скажите, а вы же рассказывали, что вы состоите в землячестве, да? В каком землячестве? Землячестве. Ну вот по линии же землячества. Ну да, вот где вены собираются, да? Вены собираются, да, ну, вот, да. когда какое-то мероприятие, ну да, состою. Да, а как вы туда попали? Ну, позвали, когда я сюда переехала. Нет, до этого переезда я тут Ну, то есть тоже. знали, что ну, есть такое Да. собрание, да, скажем так? Да, позвали, сходила, сказали, ты будешь то-то, то-то, то-то делать. Ну, я согласилась. Вы же еще и там какой-то деятельностью занимаетесь, самодеятельностью. Ну да, я вот это запевала Хеде. Хедя. Ага, запевала. И в 2001 году участвовала на выставке «Мир Арктики». И там заняла призовое место. А И, что за выставка была? ну, как сказать, ну, традиционная выставка, как его, национальных одежд. А у меня утварь Своя. вот своя. Ага. Ну, вот я принесла. То есть это то, что вы сами все делаете? Да, это, да, который шьешь. Ну, это я не делала, это мой отец делал, скажем, Ага. тогда седло, да? No. А этот люльку принесла, это был дядя моего. Ну, это настоящий, который она кочевали вот эти атрибуты настоящие. Ну, то есть именно то, что вы ну, непосредственно использовали там, Да, получается, использовалось. Вот вы же Да, рассказывали, вот это, по-моему, да. детская люлька, да, Да, есть, да. ага. Утварь всевозможные, которые вы И там потом в используете. 2001 году, вот в сентябре, вот после этого, поехала я в Москву. Так. Выбрали меня, ну, или как сказать. Для участия, да, Для да? участия. Поехала я в «Сокровища Севера». Сокровища Севера. «Сокровища Севера» Это называется, международная Москва. выставка, да? Да, такая? международная. Ага. Так. И там я заняла призовые места. Лауреатами стали. Да. И вот и там национальные блюда показывала тоже, призовые. Вот такие. Ну там, конечно, не одно блюдо было, там 13 или сколько блюд было. Все из мяса, из рыбы. Вот тоже пробовали. Так. Из ягод этой соусы были. Печень, все. Короче, все с оленя, от головы до хвоста. Все. Да. Короче, Ну, то все есть было. вы, по-моему, мне рассказывали, что ну, недюжинной фантазией нужно Да, обладать да, для того, да. чтобы... Да, ну, чтобы накормить да, семью. чтобы накормить семью, накормить работников, для того, чтобы... Ну, олень и олень, да, ну, как, вроде как мясо, да, но с другой стороны, каждый раз по-разному подготовить, чтобы не приедалось. Да. Да. Ну, Каждый день одно мясо вареное же не будешь кушать. Ну И, да, вот. надоест. честно Надоест, говоря, да. ага. Потому что для нас привычно, конечно, да, то, что мы привыкли кушать говядину, там жеребятину, да. Я, например, на севера езжу, там, на третий день, даже утка уже, говоришь, ну это опять утка, что ли, да, ну условно вот такое, даже оленина. Ну вот это- почему-то вот говорят, вот север, да, они питаются только мясо и рыба. А. Вот такое понятие, да? Вроде у них? как бы, да, ну Да, это как вот так. стереотип, да, такой сидит, что, ну что там, Или там в сыром виде мы едим. типа. в сыром виде тоже кушаете же, Нет, да? нет. Нет? Ага, нет. Рыбу только? Ну, рыбу, ага. Ага. Но чтобы мясо в сыром виде, нет. Ну, печень, наверное, зимой замороженную редко. Да, печень-то Ну, да. едят, но не мясо, конечно. Ну, есть такие, я знаю, что такие нации. И сырое мясо тоже. Сырое кушают. мясо едят. кушают. Но у нас, по крайней мере, березовки так не едят. Вот. Это как Вот. А, кстати, вы еще рассказывали про то, что независимо от пола, мальчик хоть девочка, все ходят на охоту на рыбалку. Да. Да? Да, я тоже Расскажите, заходила, а как? ага. Ну, не Ну, страшно было? Или нет. на кого вы ходите традиционно? Ну, пока мы школьники, например, маленькие, да? Ага. Ну, я с братом ходила, он старше меня на 4 Так, года был. Так. У него карабин, а у меня тозовка. Ага. Карабин и тозовка. Ага, у него... Но у него- для нынешнего ребенка это вообще, ну, по большому счету, ну как, какой карабин, какая тозовка? Потому что ну, Да, сейчас да. уже совершенно другие Да, совсем, законы. да. А тогда это было сплошь Тогда- и рядом, это было да, это нормально, такой- что школьника с карабином, скорее, иди охотиться, вот те патроны, это было нормально. Так? И А- на кого вы ходили? Ну, на куропаток, на зайцев и на рыбалку ходили. Хариусы ловили. Хариусы На- большие на- у вас есть? Есть, ага. Да? Я вот таких ловил, больше не видел. Вообще черные. Черные такой, черногривые, да, да. Аж синеватые какие-то. Да. Мгм. Вот. Всякие. Ага. И когда на большую охоту, вот на, как называется, ну, на лося, да, мы тоже брали.
Не знаю, брали. Вот Колымский подвид самый большой, один считается, именно вот на Колыме. И вот брали на Сахатова. И вот, трофейная охота. Сахатый упал, ты должна разделать. Ага. И вот они, ну я же девочка маленькая, мне лет 12, ну я до 14 лет так ходила. До 14, потом, когда мама умерла, уже перестали брать. Типа, ну не знаю, уже хозяйка дома стала. Так, ну да. И они находятся. За маму, да? Да, за маму, ага, и братика смотреть. Вот, например, Сахатову. Ну, самый интересный момент, это можно рассказать, да? Да, рассказывайте, вот когда интересно. Пришли мы ну, на охоту, уже стоянка, уже оленей завязываем. Вдруг слышу, тут шуршит, что стоят олени завязывая, шуршит. Оборачиваюсь, думаю, посмотрел, а он, медведь на меня, ну, уже поднялся. Медведь? Медведь, ага. Так. А я крикнула и села на землю. Ага. От испуга? От испуга. Я же ребенок, ага. А там брат кричит. Что кричишь? Я говорю, медведь на меня смотрит. Не ври, говорит, это собака, говорит. А он-то, пока я крикнула, он уже убежал. Медведь? Медведь, ага. Хорошо, что крикнули. Да, около реки, ага. И он переплыл, уже переплывает, и давай они стрелять его. Говорит, и что, и все время там дразнят, охота пойди, я говорю, больше не пойду. Страшно, конечно. Страшно. Да. Но... Это тут завязывай, и тут шуршит, и тут заборачивает, и тут на тебя смотрит и дышит. Это очень страшно. Ну да. С непривычкой это шок. Ну, для ребенка тем более. Ну, да. Бывало хорошо, что заорали. Наверное, он как бы опешил и испугался. Наверное, не знаю. Из-за Все страшно. Это в стадии, это не дом, где ты спрячешься. В брезентовой палатке жить. Ну, много случаев таких было. Всевозможных. Ну да. При кочевке. Но с другой стороны, согласитесь с тем, что люди это не пищевая цепочка, не пищевая цепочка медведей. Медведи, как правило, на людей же не нападают. Если какое-то стечение обстоятельств роковое. Допустим, медведь с медвежонком случайно наступил, ну тогда тогда может там напасть только из-за защиты. А также, как правило, же медведь, он любопытный, конечно, он может подойти, посмотреть, понять, что это не его еда, и спокойно уйти, да. Самое главное не бежать. Вот какие-то такие вот моменты вас учили, ну, то есть рассказывают, что нужно делать, например. Да, вот учили, Да, при встрече с медведем, например, ну, с хищником. Волки же у вас тоже там водятся? Конечно. Да, и что нужно делать? Ну, медведя увидели, вот, смотрите, допустим, 10 метров медведь. Ну, стоишь, ни в коем случае не бежать. Не бежать и не кричать. Не кричать даже? Не кричать. Да? Говорят, не кричать, да, я бы заорал. Ну, не бежать это. Не бежать. Вот самое первое не бежать, потому что он, когда бежишь, он только из-за любопытства может побежать, что вот боится, значит, типа, да, вот. И спину не показывать, и в глаза не смотреть. Ну, вот я тоже как бы такие моменты, но я несколько раз встречал медведей, но, слава богу, не дошло до того, чтобы там какие-то там эти схватки были. Да. Это страшно, конечно. Смотрят, приходят, смотрят, оценивают и уходят, как правило, вот так. Расскажите про свое хобби. У меня хобби шитье. Шитье. Бисероплетение. Бисероплетение, да. Но это же тоже же исконно, вот традиционное, национальное, ну, да? Ага. Ну, потому что бисер, ну вот именно вот малочисленных этих, потому что бисер, ну, считается чем-то очень дорогим, это когда как... вот, да, на море, да, допустим, тоже же бисер, но подаяние у нас, например, хлебом, да, маслом, оладушками, да, кормить землю, задобривать духов, а да, у вас бисер очень часто. Бисер, кидаешь, вот кидает как. бисер, да, на море кидает бисер, на больших реках кидает бисер, да. Ну, дары такие, да, духом приносят. Ну, да. А еще какого хобби есть? А что вы шьете? Вот, кстати, да. Что вы шьете? Я шью, заказы принимаю. Заказы принимаете даже? Да? Унты. Унты. Именно бисер, ну, вот какие-то такие, да? Ну, как заказчик из камуса. заказал. Да. Круто. Ну, пенсионеру, как говорится, да, подмога. Ну, да. Ольга Семеновна, вы еще упомянули, что вы запевала именно хеджи, да? Хеджи это вот, ну, как у нас Гохай, у якутов, у эвенов хеджа. Хеджа, гурья. Ну вот я немножко знаю, да, но могу ошибаться, да. А как становятся запевалами? Все вообще это могут заниматься этим? Я запевала, я не знаю, когда стала даже, да. А хеджи у нас, ну, с нами вместе растет это хеджи. Ну, участвуем везде. Это как наш традиционный танец, да, можно сказать, танец.
А именно горловому, вот это с детства, вот мама не стала, тетя. И у нас, мы с ней разговаривали, сейчас об этом скажу, горловым. Ну, то есть хабарха, да, вот это? Ага, да, вот так. Вот это вы Да. говорите. Ага. И вот она какие-то звуки издает, это возмущение, например, или радость. Вот так. Ну, то есть передавать эмоции именно. Да, ага. И вот мы с ней так разговаривали. Вот как. Я не знаю, почему. Сейчас я до сих пор не могу понять, для чего это было. Так разговаривать. А в других семьях, я когда спрашивала, такого не было. И вот именно на таком горловом, даже брат помнит, как она меня учила. И потом мне это как бы далеко забылось. И вот недавно это у меня само. У вас проснулось само, да? Ну, само начало выходить. Могу так сказать. Как говорится, третий глаз открылся какой-то, да? Ну, чуть ли не так, да? Ну да. Ну, надо же. Ну, просто Мистика. Да, не, просто я стеснялась, так, горловой, да, ну, как бы это забытое, не модно там было, а сейчас как бы нужно стало в свое время, да. А когда исполняется эта хеджа? Какие-то праздники, Да, да? какие-то А какие праздники. праздники бывают? Как, только вот Новый год она у нас. У вас? Ну, у нас тоже Новый год. да. Ага, вот точно так же. И вот как. И тогда поется хеджа. Да. Это такой эмоциональный же танец. Да. Танец. Завораживающий. Завораживающий, да. Потому что я несколько раз видел, это такой очень мощной такой энергетикой внутренней. Даже же. Ну, то есть тем людям, которые не знают, что такое хеджа и не видели, я всем рекомендую попасть на такое собрание и один раз хотя бы увидеть, услышать. И вот в прошлом году да, я была в танцы. Санкт-Петербурге. Так. Там «Кочующий север». Тоже так же я попала. Тоже фестиваль. Ну, и вы часто ездите, оказывается, популярный человек. Ну да. И вот мы поехали, и там же люди, как же называется, стрелка называется там, да, местность. Я должна была выйти и показать этому, который не знающий народ, русский народ, да, скажем? Хеджа. И показала. Показала, как встать, как ноги поставить правильно, как за руки взять. В середину, в центр встала. И потом я была в шоке. Даже там негры даже были. Такой большой круг, и ну, короче, они пошли. Бывает очень трудно вести, которые не могут. Они запинаются ну, где-то. Не хотят, значит, это. А тут Да. как бы единое целое, а да? тут когда они пошли, аж мне понравилось. Ага, так они пошли. Все. Значит, в вы умеете Санкт-Петербурге. владеть еще и умами масс. Даже же. Ну, здорово. И в Хабаровске в сентябре была тоже такой же. Ну, Тоже вообще там все ходили. время гастроли прямо вам надо устроить. Действительно, людям это пропаганду делать, это хеджа. Ну да, это потому действительно что, круто, да. это забывается. Это потому что сейчас смешанный, неправильно ставят ноги, руки, говорят, это все. Видеоуроки снять. А почему нет? Сейчас как бы 21 век, что-то снять, показать, где-то выложить, чтобы это видели. Это, да, действительно, это конкретно завораживающее и очень энергетически такое мощное действие. Ну что ж, Ольга Семеновна, нам подсказывают, что наша передача подходит к концу. Спасибо вам за интересный рассказ. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру, вторую, пожелание для наших телезрителей. Ну, пожелание такое для наших телезрителей, чтобы, как его, старые забытые рецепты, чтобы приходили и тут вам показывали. Люди. Забываются рецепты наши, да? Ну да, у нас есть такое беда. Ну ладно, я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была пенсионерка, чумработница, оленевод Ольга Семеновна Подобашева. Ольга Семеновна, еще раз спасибо вам большое за интересный рассказ. А я Петр Цупандин, программа «Просто вкусно». На этом мы, друзья, с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и всегда кушайте, как у нас написано, просто вкусно. Просто вкусно. Да, Спасибо. будьте здоровы. Будьте здоровы.